Начало всех начал — женщина. Мой океан и мой причал — женщина. В беде любой я ощущал касание твоего плеча. Мать человечества, моя жена, товарищ верный мой, товарищ женщина. Русская литература создала на протяжении веков своего существования прекрасные образы русских женщин. Если мы с вами обратимся к далекому прошлому, к XII веку, и вспомним изумительный памятник «Слово о полку Игореве», безвестный автор запечатлел в образе Ярославны лучшие черты русской женщины. Послушаем, что скажет об этом Майя. Это обаятельный образ верной и нежной жены князя Игоря Ярославны. Но автор наделил ее также чертами гражданственности. Она думает не только о своем муже, она думает о всех воинах. Прося силы природы, она в первую очередь упоминает о них. В этом монологе автору удалось отразить страдания всех женщин, счастье которых было разрушено войной. Он сумел показать, что счастье женщин зависит от мира на земле. Великая литература открыла миру боль и страдания, надежды и борьбу, душевную красоту русской женщины. Николай Гаврилович Чернышевский в своем романе «Что делать?» по-новому осветил женский вопрос. По его мнению, женщина не только должна быть свободной, но и активно участвовать в общественной жизни. Чернышевский считал, что революция невозможна без решения женского вопроса. В своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» Николай Алексеевич Некрасов решает женский вопрос. И хотя Некрасов говорит, что ключи от счастья женского затеряны, заброшены у Бога самого, но мы верим, что эти ключи будут найдены. Ярославна, тебя я славлю, славлю землю твою цвету, славлю молодость Ярославля, нашу русскую красоту. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена, а вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Андрей, дорогой, ты меня слышишь? Слышно отлично, Валя. Мы тебя видим, мы тебя слышим. Очень волнуемся и очень радуемся. Валя, большое спасибо. Я от души тебя поздравляю. С днем рождения, Аленки. Папа, дорогой, здравствуй. Здравствуй, Алена, здравствуй. Алена, поздравляю тебя с днем рождения. Папа, а что же ты меня не взял? Я такой большой корабль. Андрей, Виталий, мы вас ждем звездным. Скорее прилетайте. До скорой встречи на земле. Валентина Терешкова, бывшая ткачиха из Ярославля, сегодня член Президиума Верховного Совета СССР, председатель Комитета советских женщин. Вместе со всеми женщинами Земли она отстаивает право на счастье и мир. Ибо без мира не может быть счастья для женщины. Равноправие, развитие, мир. Эти лозунги Международного года женщины были с одобрением встречены в нашей стране.
Москве создана правительственная комиссия. Ее возглавляет член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Кирилл Трофимович Мазуров. Заместители: кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Борис Николаевич Пономарев и Валентина Владимировна Николаева-Терешкова. В составе комиссии министры и работницы, актрисы и профессора, видные общественные деятели. Известно, отношение к женщине есть мерило зрелости всякого общества. Социализм впервые в истории человечества утвердил равенство женщин с мужчинами. И при этом женскому труду особая охрана, материнству особая забота. Разговор идет открытый и строгий, что сделано, что надо сделать для женщины. Ведь женщина всегда остается женщиной. И потому наше общество стремится облегчить ее заботы. Государство строит дома быта, санатории, пионерские лагеря. «11 миллионов малышей ходят в детские сады и ясли. Туркменская семья. Обычная женщина-мать, колхозница. Все очень обычно, если только на минуту забыть, что до Октябрьской революции в Средней Азии почти не было грамотных женщин. Что женщину даже хоронили на вершок пониже мужчины. А уж при жизни она не смела сказать слова в присутствии мужчины, открыть лица. Женщина Востока вчера и сегодня. Пожалуй, не найти более убедительного примера социальных изменений, рожденных нашей революцией. Майса Курбанмурадова, председатель колхоза «Туркменистан». Они говорят, у этой женщины мягкое сердце, но твердое слово и по-женски неутомимые руки. Целую руки женщин всей земли. Мне так понятна тяжесть женской доли. Собрать добро по зернышку смогли, смогли засеять жизненное поле. Они открыли небо для меня. Я вижу солнце сквозь грозу любую, и снова низко голову склоня. Я эти руки женские целую. Изумруд Кулиева, поэтесса из Азербайджана.
Я написала стихи, посвященные женщинам. Женщины, вы все, конечно, сильные. Вы уж по природе таковы. Стали ими трепетно осиными, как по-женски мужественны вы. Девочка, невеста, мама, нежность, родина, любовь, весна и песнь. В каждой, даже самой грешной, красота неузнанная есть. Любят вас мужчины не за ласку и не за угар шальных минут, за тепло, за честность, боль и страстность, за терпенье мудрое, за труд. Труд как самоутверждение и духовная потребность, а не только как средство к существованию. Плечом к плечу с мужчиной строит новую жизнь товарищ женщин. Половина рабочих и служащих, треть инженеров в нашей стране – женщины. Они сооружают электростанции и заводы, возглавляют научные экспедиции, строят таежные магистрали, и всюду их руки вносят уют и тепло. Современный Вильнюс одинаково знаменит как историческими памятниками, так и благоустроенными, удобными для жизни человека районами. Не потому ли, что в создании новых кварталов принимало участие много архитекторов-женщин? В Институте городского проектирования женщин большинство. Одна из них – Ниола Бучути. Ее дети. Арвидас, Лада, Саумас. Они учатся в школе, построенной по проекту мамы. Они слушают музыку в театре оперы и балета, здание которого тоже проектировала их мама. И, наверное, именно о детях думала Ниола Бучути, когда создавала свой новый проект – спортивный комплекс города Вильнюса. Трудно ли совмещать творчество, работу с заботой о семье и домашним хозяйством? Мне нравится моя специальность, нравится и многое другое, но на все не хватает одного – времени. Почему тянет проектирование? Потому что архитектурное творчество – это непосредственный контакт с производством. Мне нравится общение с людьми. Приятно, когда чувствуешь, что делаешь для других. На мой взгляд, самое главное назначение женщины – это семья. Ведь женщина – это душа семьи. И в то же время не представляю себе жизни без творческого труда для общества. Конечно, нелегко. Но я, как и большинство, огромное большинство женщин Советского Союза и нашей республики, не вижу иной жизни, чтобы не принимать участие в общественной деятельности и в государственной деятельности, и в то же время воспитывать своих детей, своих внуков. Я думаю, что без этого жизнь невозможна в нашей стране. Огромна наша страна, далеко от Москвы Якутия. Когда-то этот край считали забытым богом. Царские сатрапы ссылали сюда на каторгу непокорных, чтобы гибли здесь, в холодных северных топях. На вымирание было обречено местное население – якуты. Александра Яковлевна Овчинникова, инженер-дорожник, историк, экономист. Она родилась в глухом якутском Улусе. В семье было 18 детей, выжили 4. Отец, неграмотный пастух, не знал дороги, кроме ближнего луга.
А дочь исходила всю Якутию вдоль и поперек. 20 лет строила новые дороги. Она далеко шагнула по новой дороге жизни. Председатель Президиума Верховного Совета Якутской Автономной Республики Александра Яковлевна Овчинникова пользуется высочайшим авторитетом в своем крае. И по-прежнему она всегда в дороге. Александра Яковлевна по-молодому влюблена в свою Якутию, где на каждого жителя приходится по речке, и одна великая Лена на всех, где жаркое лето сменяется жестокими морозами, где на вечной мерзлоте, сковавшей землю, упорный и талантливый народ научился строить современные города, выращивать овощи, фрукты, пшеницу. Где раскинулась тайга, а в недрах имеются алмазы, золото, уголь. Якуты говорят, мудрость женщины – это мудрость народа. Можно сказать, что живая человеческая близость к людям взрастила мудрость этой женщины. Александра Яковлевна всегда готова откликнуться на чью-то беду, умеет выслушать, дать совет и сама учиться у людей. В этом и сила ее, народного президента. Когда Овчинникова благодарит людей за отличную работу, когда вручает им высокие правительственные награды, она с полным правом делает это от имени всего своего народа. И народ по заслугам высоко поднял эту женщину. Доверил ей представлять Якутию в Президиуме Верховного Совета Российской Федерации. Государственный человек, предельщица Минского комвольного комбината Зинаида Михайловна Бычковская, депутат Верховного Совета Белоруссии. Страна, которой управляют люди труда и почет воздает труженикам. Зинаида Бычковская – герой социалистического труда. Молодежь учится у нее мастерству. Работу в цехе она совмещает с обязанностями заместителя председателя Верховного Совета Белорусской ССР. И пусть не обидятся мужчины, но, вероятно, именно женщинам больше всего присуща эта удивительная способность соединять в себе широту государственного мышления с деликатным подходом к каждому человеку. Зинаида Бычковская – активная участница международного женского движения «За мир». Она хорошо знает цену мира на земле.
Она родилась в горестном 41 году. Ее детство началось с беды. Война пожаром охватила всю нашу страну и подняла на защиту Отечества весь народ, всех мужчин и всех женщин. Уезжали сами на фронты, провожали близких я и ты в разных странах, и жена, и мать. Женщины умеют провожать. Если бы удалось найти такие весы, сказал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, чтобы на одну их чашу можно было положить военный подвиг наших солдат, а на другую трудовой подвиг советских женщин, то чаши этих весов, наверное, стояли бы вровень, как стояли, не дрогнув, под военной грозой в одном строю с мужьями и сыновьями героические советские женщины. Они приехали в Минск из 27 стран мира, чтобы в Международный год женщин еще раз заявить свое твердое и непреложное «нет» фашизму, «нет» новой войне. Женщины России, женщины Польши, женщины Вьетнама, женщины Чили. Разве знает кто-нибудь лучше них, сколько страданий несет миру фашизм? И разве есть на свете сильнее боль, чем боль матери? Этот памятник воздвигнут у дома белорусской крестьянки Анастасии Фоминишны Куприяновой. Пятерых сыновей проводила она на фронт. Всех унесла война. Низкий поклон тебе, мать-патриотка. Низкий земной поклон. Все прекрасное в человеке, от лучей солнца и от молока матери, вот что насыщает нас любовью к жизни. И вечно святы эти слова: мать, Родина, любовь. Среди самых священных чувств на земле – любовь к женщине. Не об этом ли танец наших замечательных фигуристов Ирины Родниной и Александра Зайцева?
Скажи, каким огнем был рад гореть ты в молодости, брат? Любовью к женщине, любовью. Скажи, каким огнем был рад гореть ты в молодости, брат? Каким, не избежав потерь, горишь огнем ты теперь? Любовью к женщине, любовью. Родина этой женщины – Урал. Здесь она воспитала сына, растит внучку. Здесь открылась перед ней космическая беспредельность Вселенной. Звездный профессор. Так называют Клавдию Александровну Бархатову. Она увлеклась далекими мирами, когда была еще девочкой. Сегодня ее имя известно многим астрономам Земли. Любовь к родине, способность отдать себя идее – это у нее в крови. Деда в гражданскую войну сожгли белогвардейцы. Отец, большевик-ленинец, возрождал уральские заводы. Ее, Клавдии Бархатовой, трудами, талантом, хлопотами была создана на Урале первоклассная обсерватория. Сколько сил вложено в подготовку молодых ученых. Но разве не окупается это старицей? Среди мириадов звезд есть прекрасная планета Земля. И как хорошо, наверное, сознавать, что на Земле есть маленькая Кауровка, которой отдано сердце. Небо и море. Море и земля. Безжизненная земля пустыни. Молоденькой девушкой приехала сюда с Кубани Надежда Григорьевна Шевченко. Приехала искать воду. Древние предания помнили, что когда-то в Каракумах была большая вода. Куда ушла, куда исчезла она. Сотни исхоженных километров, сотни пробуренных скважин, бессонные ночи под небом пустыни. Теперь здесь раскинулось море, которое в народе так и называют «Море надежды». Отыскала воду Надежда Шевченко, вернула ее людям.
многие годы ушли на поиск. Рядом всегда был муж. Караш Николаевич Иомутский, ученый, удостоенный Ленинской премии за разработку трассы Каракумского канала, неутомимый искатель и энтузиаст оживления пустынных земель, поддерживал в жене веру. Ее подвиг — их общая победа, общая радость. Трудно поверить, что совсем недавно пресную воду сюда возили на самолетах. Эта женщина напоила землю, дала ей новую жизнь. Женщина, товарищ женщина, ты наполняешь жизнь новым смыслом, ты сама несешь в себе новую жизнь. В твоих ладонях весь мир, священна твоя миссия на земле. Женщины, мы созданы для встреч, чтобы жизнь огромную беречь. Дальним расстоянием вопреки мы связали все материки. Нашей волей сделать мир иным, без самоубийственной войны, чтоб все больше выросло вокруг стран родных сестер и стран подруг. Женщины, мы созданы для встреч, чтобы жизнь огромную сберечь. Дальним расстоянием вопреки мы связали все материки. Женщины, мы созданы для встреч, чтобы жизнь огромную беречь.